Наша сегодняшняя тема — это Sun Agile. Первый раз мы попробовали сделать такую встречу в формате дискуссии. Меня зовут Умитар Саттаров, мне 42 год. Я сам 24 года занимаюсь именно предпринимательским деятельностью, и из них последние 4 года занимаюсь именно IT-проектами. В 2017 году я вернулся из Америки, 2 года жил в Силиконовой долине. Правда, там я в IT-сфере не очень углублился, увидев, что технологии развивают стран, мне тоже загорелся и приехал хорошими амбициями. И проделали очень большую работу за эти 3 года. Мы сделали экосистему. Последней стадии сейчас вот как раз-таки финансирование. Мы сейчас ведем переговоры с финансовыми институтами, чтобы делать connection с финансовыми организациями. С Agile я обучался теории интенсив 2 дня и прошел практику. На сегодняшний день внедряем у себя. Я Мадина из Таджикистана, фактически первый скрам-мастер в Таджикистане. Наша команда одна из первых, кто начал работать по скраму. Причем я работала в компании Билайн Таджикистан, и в группе компаний с 2010 года был проект, который по всей группе компаний никак не мог запуститься, просто потому что мы застряли на этапе согласования требований. И я была, будучи проект-менеджером в компании, задействована в этом проекте все эти 7 лет. В 2017 году мы собрали скрам-команду, и, в общем, Таджикистан — это первая страна, которая запустила, которая первая смогла запустить в количестве 5 человек полноценную платформу для дилеров, и, в общем, так все были очень сильно удивлены. Сейчас я активно развиваю скрам в стране, провожу тренинги и развиваю скрам у себя в компании. Меня зовут Хамбат Ельтаева, я являюсь лидером, руководителем команды бизнес-анализа в EPAM. Это международная IT-компания. В IT-сфере я и в бизнес-анализе чуть больше 8 лет. И Agile мы применяем на IT-проектах достаточно активно. Последние, наверное, года 4-5 мы как раз используем Agile Scrum, Agile Kanban. И также мы с этого года запустили комьюнити Agile Казахстан. И вот у нас уже порядка 800 мемберов на платформе Community Z. Меня зовут Юрий Челбаков. Я работаю директором по продуктам в компании Нуртелеком. Это бренд мобильный оператор ООО в Кыргызстане. 4 года назад примерно в нашей компании появилась необходимость построения собственной группы разработки мобильных приложений для того, чтобы предоставлять пользователям мобильные сервисы самообслуживания. Прошел обучение и сертификацию как скрам-мастер и продукт-оунер от Scrum Alliance. На данный момент самым успешным нашим продуктом является приложение «Мой-О». Это первое приложение, которое сделано в Кыргызстане. Как обстоят дела с Agile в вашей стране? У меня нет экспертизы по всей стране, но, на мой взгляд, тема весьма интересует многие головы в IT-сфере, и многие рассчитывают на то, что это является неким волшебным ключиком, после которого у нас все прекрасно заведется, заработает и будет двигаться как часики. Мне кажется, во всяком случае, судя по тем мероприятиям, в которых я участвовал, взгляд на Agile именно такой у многих. И это не совсем верно, потому что Agile — это всего лишь инструмент. В Узбекистане здесь, если взять страну, около 50, официально примерно 400, но активно, которые сейчас работают, 50 крупных и средних бизнесов, которые занимаются именно IT-технологиями. Я не видел ни одном месте чистого скрама, но какие-то инструменты, опять же, есть. Я вижу, что другие компании,
который разработки используют, скажем так, 80-70% от книжки, да? Основываясь на личном опыте, я могу сказать, что Agile применяется. На примере в банковской сфере интерес определенно есть. Даже судя по тому, как люди интересуются комьюнити, да, Agile, и приходят на те встречи, которые организовываются. Agile практикуется, он применяется под каждую организацию. И интерес тоже есть. Я скажу то, что я вижу, да, среди своих кругов. Я работаю в телеком-сфере, и в Таджикистане одно время очень сотовые операторы были передовыми в плане, они задавали тенденции. Банковская сфера, мы работали с банком, никаких переписок даже в Телеграме и даже не по почте, только письменная переписка. То есть, вы понимаете, да, это страшно. И когда ты начинаешь проводить тренинг, ты понимаешь, что там не то, что agile, там вообще от базовых понятий project management далеко. Сейчас появились маленькие организации, которые взяли под себя весь рынок микрокредитования, мобильных кошельков, и уже банки крупные стали на них смотреть, и, конечно же, это направление поменялось немножечко. У нас есть компания Олив, первые, кто именно в банковской сфере внедрили Agile. Agile же, это же, там нет жестких принципов, там говорится о философии, это о гибкости, такой новый вид мышления, да, то каждый пытается под себя придумать, используя какие-то там мероприятия скрама, адаптировать свои компании. Применяется ли у вас Agile в госуправлении? У нас в Кыргызстане, да, там опыт был то, что мы просто рассказывали, что это такое, но дальше дело не пошло. У нас тоже в банковской сфере много используют именно Agile, но такого нету. Внедрение в государственных компаниях. Даже и не пахнет тем, что в госструктурах будет когда-нибудь Agile. Я тоже когда-то работала на госпроектах, и там достаточно все бюрократизировано и стандартизировано. Мне кажется, организация, она приходит к agile со временем, и если есть такая необходимость. В органах у нас, мне кажется, наверное, должно поменяться, если это не будет необходимо, сам концепт госоргана, прежде чем пробовать применять agile. Agile, так и многие части госуправления не могут поддаваться этой методологии просто по своему принципу. Однако в нашем опыте работы и внедрении управления госуслуг в приложение мы работали с одним из технических государственных подразделений, да, и я не знаю, как устроено у них изнутри, но для меня абсолютно очевидно была итеративность их процессов как команда разработки. Очевидно, что итеративность — это один из внешних признаков, который говорит о том, что команда может быть устроена каким-то подобным образом. Какая сфера в вашей стране особенно нуждается в Agile, как вы считаете? Мое мнение, это в IT-сферу. Начать с IT-сферы, потому что у нас в IT-сфере сейчас до сих пор многие разработчики работают по waterfall. Крупные банки не внедрили Agile. Например, у меня зарплатный проект в одном из самых крупных банков страны, и у меня даже нет личного кабинета все еще. Единственное диджитал, что они сделали, они отправляют смс-нотификации, когда уменьшается или увеличится баланс. Если вы когда-нибудь будете в Таджикистане, то вы удивитесь, насколько много у нас сейчас такси тут. Очень нефункциональное, примитивное, просто потому что оно очень дешевое, но, наверное, если бы они занялись разработкой собственного по скраму, да. Если говорить непосредственно о вопросе, он очень сложный, что Agile принесет за собой заботу о пользователе. Кто-то внедрит и начнет делать что-то для пользователя. Да? Мне вообще на самом деле совершенно не важно, какая бы сфера подошла к той или иной методологии. Конечно, мне бы хотелось, чтобы государственный IT-сектор, который может автоматизировать и упростить кучу процедур для обычного гражданина. Здесь скорее вопрос об ориентации их взгляда, на что они нацелены, нежели непосредственно
на методологию. Я работаю в IT-компании, да, у меня складывается картина, как будто бы Agile, в принципе, проник в многие сферы. Я не вижу в Казахстане острой необходимости Agile в какой-то определенной сфере. Когда вы какие-то трудности преодолели так, что вы хотите этим поделиться? Свою дилерскую в компании Beeline. У нас было очень много бюрократических процедур, именно исполнение задач там, для IT-сотрудников. Мы на уровне компании, так как нас топ-менеджмент сильно поддерживал, мы на уровне компании именно для Scrum-команды поменяли все процедуры исполнения запросов. Это раз в месяц фиксировалось списком, и Scrum-мастер заводил запрос, что вот такие-то активности делала Scrum-команда. Было очень много противников, было очень много непонимающих людей, что это такое, опять зачем нам это нужно. Я стала вести корпоративный блог по компании, и таким образом выработалась такая большая эмпатия к Scrum-команде. Мы тоже сталкивались с бюрократией. Мы работаем именно государственными организациями, но внутри именно разработки там все четко. Я бизнес-аналитик, я наиболее часто подмечаю именно эти кейсы, да. Когда мы внедряли Agile, и команда разработки просила достаточно детально описывать требования. То есть длинные спецификации, там, подписанные кровью документы, это все это вот waterfall. А что мы сделаем, если мы допустим ошибку? Мы все можем допускать ошибки, главное понимать их, и это вот один из улучшения ретроспектива, почему существует, и вот улучшение в следующей итерации. И постепенно мы к этому пришли. Поэтому мы столкнулись с тем, что было частое изменение требований, были какие-то, просто в силу того, что это был такой проект, часто вносились изменения. Agile Scrum для нас неэффективен в этой ситуации, и мы переключились на Kanban, и это сработало. Как понять, не ошибка ли это, больше документировать, и когда это действительно нужно делать, а когда нет? Мы находили это с помощью проб и ошибок. Иногда бывает так, что говоришь: окей, давайте документировать в следующей итерации, посмотрим. Документирование приводит к тому, что это приводит еще к большим вопросам, и потом, окей. Есть ли вещи, связанные с Agile, которые ты начинаешь понимать только с опытом? Это продуктивность команды, скорость сгорания задач. Только приходит понимание через 3 месяца, с какой скоростью команда может исполнять задачи. С опытом приходит понимание, что Agile — это всего лишь инструмент и не является магическим решением любых проблем. То, что приходит с опытом, это понимание того, что Agile как методология, она узка, а Agile как мышление — это широко, и его, если его можно и нужно применять в организации, то именно вот мышление, оно принесет какую-то пользу. По Agile мы по-другому ошибаемся и по-другому реагируем, да, а вот Waterfall — это по-другому, да? Waterfall, когда один этап заканчивается, этап дизайна, кто-то подписывает его, перебрасывает через стену, и меня не волнует, что происходит у вас. В Agile давайте допустим ошибку на малой итерации, поймем, где она. Повлияла ли пандемия на работу с Agile, или как быстро вы адаптировались? Лично для меня и, может, для команды, в которой я работаю, это в первую очередь весьма эмоциональный процесс. В таком удалении даже через Zoom не всегда можно прочувствовать эмоции или что там испытывает человек по ту сторону, и это очень мешает. Планирование спринта в том числе, потому что планирование спринта, если раньше у нас занимало максимум 4 часа, сейчас это может занять несколько дней, потому что держать сфокусированную команду, и упало немножко, я так вижу, качество. У нас клиент в Европе, поэтому мы еще работая удаленно, включать камеру, когда вы разговариваете. Мне кажется, это все помогает работе удаленно. Что вы посоветуете компаниям, которые хотят или начинают внедрять agile методологию у себя в первый раз? Самое главное всегда условие — это поддержка топ-менеджмента, которые бюрократы до мозга костей. Заново забираешь с улицы буквально разработчиков и делаешь команду, то это работает. 20 человек нуждались в ретроспективе одновременно. Это никогда не будет эффективно как процесс, на мой личный взгляд, конечно.
идеал в чистом виде, я думаю, да, что больше нужен большим компаниям. Согласна с коллегами. И, наверное, последнее, что я хотела бы добавить, важно при внедрении Agile убедиться, что вы все на одной странице, да, то, что у вас одинаковое понимание. Что мы можем сделать вместе в Центральной Азии, чтобы ускорить или увеличить узнаваемость Agile? В начальном этапе побольше встречаться, обсуждать